руководитель Лакского молодежного общества, и мы сегодня будем разговаривать. Меня зовут Арслан Али, я администратор портала Ислам Лаки и помощник нашего уважаемого дорогого брата Дауда в оргкомитет, хожу попросту скажу я. И сегодня мы будем обсуждать тему конкурс стихов, предстоящий конкурс стихов на лакском языке. Предстоящий тоже, что он уже идет. Поговорим про конкурс. И вот, Дауд, хотел попросить тебя, брат, тут перечень вопросов есть небольшой. Вообще, вот расскажи, пожалуйста, условия. Самое главное условие конкурса нашего. Сколько их? Пожалуйста, перечисли их. А смотри, вначале формат какой мы сделаем на родном языке, на русском языке? Как сделать? А то у нас... Да. Формат хотел я сделать на лакском языке. Но для большего охвата сделаем на русском. Чтобы просто... Пойдет? Ага. На русском языке? Как думаете? Да. А то есть, которые не понимают тоже, но думаю, для широкого формата этого хорошо будет. Да. На лакском сделать, альхамдулилля, тоже не проблема. Лакский знаем, альхамдулилля. Поэтому как-нибудь сделаем на лакском, да, сейчас на русском, на лакском тоже. Незнакомые слова на лакском тоже будем говорить как-то. Просто чтобы не думали, что мы лакский не знаем, лакский тоже знаем. Да. Хорошо, ладно, в общем, давайте сразу приступим к делу и про условия. Условия у нас, какие условия? Любой человек, любой конфессии, любой национальности может принять участие в нашем конкурсе. Конкурс по возрасту, ни по полу, ни по религиозным убеждениям, ни по каким этим принципам он не ограничивается. Любой человек может принять. Это главное условие его прочитать стихотворение на лакском языке. Понял. Единственное условие. А в остальном ограничений никаких нет. Вот так про условия. А тематика? Тематика стихов тематика. Не имеет значения. Главное, конечно, без мата. Это понятно. Это само собой. А в остальном никаких ограничений. Опять-таки, только одно ограничение на лакском языке. Это хорошее ограничение. Понятно. Основная цель. Зачем конкурс нужен? Основная цель у нас идет популяризация нашего родного языка, лакского языка. Как мы знаем сейчас, очень у нас плачевное состояние. Кто бы ни говорил, они все видят, какое у нас состояние нашего языка. Один из первых оставляем свой родной язык. И как раз спросил об этом, тоже немало споров бывает в эфире, пишут под публикации, ребенок еле старается как-то произносить, читает, старается, пытается. Там могут хоть взрослые, хоть не взрослые, там как угодно, даже травмировать детей могут. Хотелось бы призвать, чтобы этого не делали. Основная цель конкурса это идет, чтобы популяризация языка, то есть основной упор на тех детей, которые не умеют разговаривать. Не только детей, но и взрослых. Тех, кто не умеет разговаривать, пытается хотя бы на основании этого конкурса они пытаются на нашем лакском языке разговаривать. Интерес какой-то появляется. Основная цель. Машаллах. Кстати, насчет того, что вы сказали, насчет того, когда человек пытается разговаривать. А здесь комментарии пишут, я обратил на него внимание, мне в глаза бросился. Себя начните сначала, говорит. Мы уже вначале говорили, что мы будем на лакском говорить не проблема. Специально, мы его специально на русском делаем. Это я оперативно ответил на ваш комментарий. Ладно. По поводу того, что ты говорил, таких плохих комментариев, так скажем, такой случай был в собственной практике, когда человек начинал говорить на родном языке, криво, косо, у него же было желание. И его родственники начинали говорить, что ты там неправильно выговариваешь, и так далее, и тому подобное. И человек как-то заперся, и теперь он в общем не разговаривает на родном языке. Потому что послушал тех. И в общем.
Вот и так, следующий вопрос. Самый такой, один из важных. Какие призы? Призы. Ну, призы у нас, как обычно, как принято, по всем трем категориям. Ну, мы стараемся все Мгм. время делать, и, по-моему, так и есть. Первое место во всех трех категориях будут получать участники по 10 тысяч рублей. Второе место, Первое место. второе место Мгм. планируем 7 тысяч рублей. И третье место 3 тысячи рублей. Нигде это мы Мгм. не афишировали, но надо будет такое тоже объявление сделать, чтобы люди понимали, что это не просто так. Ну, Вот мгм. такой момент. Ну, понятно. Так, следующий вопрос. Самый молодой и самый взрослый участник на конкурсе. На конкурсе. На Ну, тех, которые были на... Сейчас-то я могу сказать, те, кто самый молодой, я так их собираю, молодых я собираю. Самый молодой 4 года, ну это вот сейчас, а прошлые года ну, меньше 4 было? как в моей памяти, по-моему, было меньше, по два тоже было. Ну, Было, да? договаривали как могли, ну, по-моему, Машаллах. это в районе 4 лет нижняя Мгм. категория стоит. У взрослых людей где-то по 90 лет, по-моему. Даже бабушка выиграла. Серьезно? Первый раз, когда я проводил конкурс, это Машаллах. в 2018 году, по-моему, было. Первый месяц Мгм. занимала бабушка под 90 лет, по-моему, кулинская бабушка, помню, выходила. Это самое на сцене тоже Машаллах. такие моменты были. Так что вообще И сказать, ей можно было... очень подключается хорошо вот к таким вот патриотическим конкурсам, к таким моментам очень серьезно относится и подход очень серьезно Да. подключается. Мгм. Мгм. Вот этой бабушке надо, да и вообще и самому взрослому можно отдельную грамоту дать за то, что он выступил, просто за то, что он выступил. За самоучастие. Машаллах. Забыл сказать, что возможно будем делать для проведения. Мгм. Понял. И да вот не затягивая, не утомляя, в принципе, ты, брат, на все вопросы ответил. Последние такие, как бы, да, вот, э, одни, вот из этих вопросов, как бы, да, стоящий на первом месте вопрос, это вот, вернее, просьба указывать, как вот ты думаешь, стоит ли указывать, когда человек стих читает, например, говорит автор стиха такой-то и вперед пошел. Это, как ты думаешь, нужно, не нужно? Ну, Стоит, не стоит? Делать людям, не делать? это было бы хорошо, конечно, даже с этической точки зрения, наверное, если сами они захотят, можно это сделать. Но опять-таки, Арсенале, как я говорю, мы в основном же не только в основном-то на всех он направлен конкурс. Но Мгм, мгм, если участвуют или дети, или взрослые, которые не вакского языка не знают, но стараются читать, хоть они пускай книги читают, обычно давай в этом вопросе мы даже затронем обычные, ну, то, что я хотел бы сказать подписчикам, всем, кто, например, я же вижу, какие комментарии бывают, эти моменты бывают. Есть моменты, когда, ну, давай по поводу твоего вопроса, ну, есть кто, которые, как я уже говорил, плохо разговаривают уже, они могут не знать, откуда они это скажут, другое забудут, а они читать Ага. тоже не Мгм, будут, поэтому лучше, наверное, как и составить. Просто мы же ага. претендуем с тобой, Арсенале, на проведение конкурса, профессионального конкурса. Мы Мгм. проводим конкурс популяризации языка. Есть, наверное, люди, Ну которые да. профессионально проводят, там, наверное, профессиональное жюри, но я так думаю, кто замечание хочет сделать, там тоже бывает, там своих пропустили, кому-то Мгм, своему первое дали, второе дали. Но на мгм, данный момент нам это определить никто не может, потому что мы аккаунт закрыли, и лайки, все здесь зависит от них самих. Бывает, мгм, говорят, мгм, что, к примеру, у кого больше родственников, те выигрывают тоже по истории, вот как это все проходило, да. такое не получается. Обычно выигрывает тот, кто хорошо, нормально читает, или тот, кто постарался Мгм, хорошенько, только такие. Бывает, там, может, 100 каких-то лайков, даже 100, наверное, родственников таких так много не бывает, чтобы они поставили. В основном выигрывает мгм, ну, процентов на 80, ну, более достойные, вот так, чтобы тот, кто не мог мгм, разговаривать, чтобы он так много своих родственников нашел, такого тоже не бывает. Потом есть, мгм, ну, опять-таки, то, что в жюри, я уже сказал, это мы не на это настроены. Хотелось бы попросить, чтобы
хейтеров или всех других. Бывают взрослые, что обижают тех, кто не может разговаривать. У них потом, Это очень важно. это они уже кого так подкалывают, они сами уже больше никогда не хотят уже разговаривать, уже не пытаются даже говорить, Да. зачем я Да, участвую, да. удалите наши видео, там, зачем они так комментируют. Такие моменты даже бывают. Хотелось бы попросить, чтобы они этого Это не делали. некрасиво. Да. Некрасиво. Хотя бы можно наоборот пошлить, сказать, о, не знаете, это ну, старается, там, и моменты, чтобы они и дальше тоже старались. Мгм. Вроде бы вот такие моменты сказал. Мгм. Мгм. Я вот, знаете, вот что заметил, мне кажется, зависание это не из-за этих многочисленных сердечек, которые здесь выплывают, не из-за этого. По-моему, когда эти сердечки бегают, вот твой голос что-то пропадает. Ну, это так, предположение. Ну, в принципе, Дауд, брат, в принципе, все, да, все 5 вопросов. Про спонсоров там плохо было слышно, может, ты еще раз скажешь, что ты там говорил про спонсоров? Вот сейчас нормально слышно, скажи. Про спонсоров. Обычно у нас вот все три категории, все три района, они спонсируют, они на себя берут одну категорию и спонсируют. А тут уже Нашала. бывает, кто хочет, там тоже подключаются, и уже то, что вот Мгм. как бы нашли мы. А я говорил, что каждому участнику будет сертификат выдан об участии в данном Мгм. конкурсе. И если найдем много спонсоров, все моменты, если будет, скорее всего, будем делать каждому, не обещаем, но каждому ребенку тоже постараемся, если таковые спонсоры. Машалла, это очень хорошо. Это как приятно будет. Ты хоть даже первое место, ну, допустим, никакое место не занял, а тебе за то, что ты стих рассказал, тебе подарочек какой-нибудь небольшой. Это хоть небольшое сделаем. Ну, главное, сертификат тоже будет обучать. Без ничего никто не Да, останется. да, это очень хорошо. Ну, в общем, да вот тогда будем завершать и, иншаллах, отправляйте стихи, да, что еще Да, да, сказать. подключайтесь. Арсенал, я тебе отдельно благодарна, что ты и в оргкомитете, и на прямой эфир тоже нас позвал. Так что будем дальше тоже работать. Чем можем,